Здравствуйте! Мы продолжаем наши лекции, и наша лекция сейчас будет посвящена вопросу потребительских кредитов. В целом, конечно, мы можем говорить и о корпоративных кредитах для крупных юридических лиц, о кредитах для малого бизнеса, а также, конечно же, о кредитах для физических лиц, которые также называются потребительскими кредитами. Кредиты для физических лиц или потребительские кредиты мы можем разделить на две категории. Это кредиты на личные нужды и ипотеку. Федеральный закон 353 о потребительском кредите и займе содержит определение потребительского кредита. То есть потребительский кредит – это денежные средства, предоставленные кредитором-заемщику на основании договора в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Потребительские кредиты выдают только кредитные организации. И если мы обращаемся в банк для оформления потребительского кредита, то как такового единого списка документов для оформления заявки на кредит нет. В соответствии с 353 федеральным законом у нас обязательно информирование клиента об условиях кредита. И кредитор в местах оказания услуг по предоставлению потребительского кредита, а также на своем официальном сайте размещает информацию об условиях предоставления, использования и возврата кредита. На это следует обратить внимание. Потребительские кредиты могут быть целевыми, нецелевыми, обеспеченными и необеспеченными. И соответствующие условия прописываются в кредитном договоре. Целевой кредит предполагает, что нам банк выдает кредит на определенные цели, и эти цели прописываются в кредитном договоре. И кредитор в соответствии с этими условиями кредитного договора вправе контролировать целевое расходование средств. В случае нарушения заемщиком целевого использования кредита, кредитор вправе отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору или потребовать полного досрочного возврата кредита. То есть, если мы берем кредит и берем на себя соответствующие обязательства в плане того, что этот кредит будет целевой, мы должны собирать кассовые чеки, сметы расходов, а также договоры, которые позволят нам в дальнейшем подтвердить, что мы взяли кредит на определенные цели и соблюли условия договора нашего кредита. Если мы говорим об обеспеченном кредите, то в качестве обеспечения могут выступать залог либо поручительство. И в договоре указывается необходимость предоставления обеспечения, исполнения обязательств по договору и требования к обеспечению. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своего обязательства, соответственно, исполнение обязательства осуществляется за счет заложенного имущества. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник. В целом, когда мы смотрим кредитный договор, условия кредитного договора можно разделить на две категории. То есть это могут быть общие условия договора, которые устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения. И кроме того, это индивидуальные условия договора. Они согласуются кредитором и заемщиком индивидуально. Это прежде всего сумма, это срок, это валюта, это процентная ставка, а также другие. Перечень условий договора, которые могут носить индивидуальный характер, определены также в федеральном законе 353. В целом, еще раз говоря об условиях договора, мы можем составить следующий перечень основных условий, которые должны быть в этом договоре. То есть у нас должна быть прописана сумма договора, сумма кредита, лимит кредитования, срок действия договора, валюта кредита, займа, процентная ставка, количество, размер и периодичность сроков платежей, порядок возврата кредита и способы его погашения, полная стоимость кредита, ответственность заемщика, запрет уступки кредиторам прав требований третьим лицам, цели использования кредита займа, указание необходимости заключения заемщиком иных договоров и обеспечения по кредиту. Из того перечня основных условий кредитного договора, о которых мы проговорили, интерес представляет полная стоимость потребительского кредита. Она была введена относительно недавно для того, чтобы каждый из заемщиков понимал, какую реальную процентную ставку он уплачивает кредитору. Поскольку помимо процентной ставки по кредиту, которая прописана в кредитном договоре, могут быть еще дополнительные расходы, которые в итоге ведут к удорожанию этого кредита. И полная стоимость потребительского кредита складывается из сумм по погашению основной суммы долга по договору, по уплате процентов,
платежи заемщика в пользу кредитора, плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении исполнения договора потребительского кредита, платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по оплате таких платежей следует из условий договора, сумма страховой премии по договору страхования, сумма страховой премии по договору добровольного страхования в определенных случаях. То есть, когда мы берем кредит и принимаем решение о получении кредита, вы, конечно же, должны оценить все расходы, которые сопутствуют нашему кредиту. Полная стоимость потребительского кредита определяется как в процентах годовых, так и в денежном выражении и рассчитывается в порядке, установленном 353 федеральным законом. Также федеральное законодательство регламентирует, где в кредитном договоре должна быть размещена информация о полной стоимости потребительского кредита займа. То есть она должна быть размещена в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита, и наносится цифрами и прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошим, читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта. Полная стоимость потребительского кредита в денежном выражении размещается справа от полной стоимости потребительского кредита, определяемой в процентах годовых. Площадь каждой квадратной рамки должна составлять не менее чем 5% площади первой страницы договора потребительского кредита или займа. То есть, как прописывается информация о полной стоимости, все это строго определено 353 федеральным законом. Для чего нам нужна эта полная стоимость? Конечно, как я сказала, для того, чтобы понимать, какие мы дополнительные расходы будем нести по кредиту. Кроме того, знание информации о полной стоимости кредита позволяет нам сравнить различные предложения банков по кредитованию. Следует сказать, что все-таки удобнее это делать в процентах годовых для того, чтобы принимать решения относительно выбора банка. К сожалению, иногда мы на этапе уже получения кредита начинаем узнавать о каких-то дополнительных расходах. Вот здесь в данном случае совет следующий, что мы должны сразу же составить определенный список вопросов, которые мы зададим банку, потенциальному кредитору, и сформировать эту полную стоимость кредита, хотя бы примерно оценить, для того, чтобы выбрать оптимальный вариант. Вопрос, который волнует многих, это есть ли предельный размер процентов по кредиту физическому лицу. Процентная ставка – это существенное условие кредитного договора. Законодательством установлено ограничение полной стоимости потребительского кредита, что влияет на размер процентной ставки по нему. И это ограничение прописано опять же в 353 федеральном законе. Так, на момент заключения договора полная стоимость потребительского кредита в процентах годовых не может превышать наименьшую из следующих величин: 365% годовых или среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита, рассчитанной Банком России, применяемая в соответствующем календарном квартале, более чем на 1/3. В случае существенного изменения рыночных условий Банк России может установить период, в течение которого данное ограничение неприменимо. Есть у нас определенные ограничения относительно предельного размера процентов по кредиту по договорам потребительского кредита, заключенным с 1 июля 2019 года, не более 1%. И так далее. По краткосрочным договорам потребительского кредита, заключенным с 1 января 2020 года, не допускается начисление процентов, неустойку, штрафу, пени и иных мер ответственности, а также платежей и услуг, оказываемых кредитором заемщику за отдельную плату по договору после того, как их сумма достигнет 1,5-кратного размера предоставленного кредита. То есть в этом плане наше законодательство защищает и защищает тех, может быть, заемщиков, которые идут на большой риск, беря большие значительные кредиты. Вопрос, возможно ли снижение процентной ставки по договору потребительского кредита. То есть этот вопрос, конечно, каждого из нас волнует, и когда мы видим снижение ключевой ставки Банка России, конечно, мы же ожидаем, что по нашему потребительскому кредиту также будет снижена процентная ставка. Снижение процентной ставки может быть предусмотрено непосредственно в договоре потребительского кредита. И как раз основанием для этого может являться, в частности, снижение ключевой ставки Банка России в рамках оговоренных в договоре параметров, либо надлежащее исполнение заемщиков своих обязательств по договору в течение определенного периода времени.
И банк-кредитор вправе в одностороннем порядке уменьшить постоянную процентную ставку по договору потребительского кредита. При этом он должен в установленном порядке направить заемщику уведомление об изменении условий договора. Конечно, ждать того, что наш банк снизит нам процентную ставку, не стоит. И, возможно, обратиться непосредственно в банк. И, возможно, банк-кредитор примет от вас заявление на снижение процентной ставки и заключит с вами дополнительное соглашение к договору потребительского кредита, в котором будет указана более уже выгодная для вас ставка по кредиту. Следует обратить внимание, что заемщик при получении потребительского кредита не обязан заключать договор страхования. Если обязательства заемщика обеспечены ипотекой, то он обязан застраховать в пользу залогодержателя за свой счет заложенное имущество при отсутствии в договоре ипотеки иных условий. То есть, если мы говорим о ситуации потребительского кредита, не касающейся ипотеки, то договоры страхования у нас не обязательны к заключению. Однако, конечно, нужно понимать, что заключение договора страхования может влиять на процентную ставку. И дополнительные услуги страхования могут касаться страхования жизни, страхования здоровья, ну и также иные страховые интересы. И, как правило, нам банк говорит о том, что, допустим, если вы заключаете, например, договор страхования жизни, ваша процентная ставка будет составлять условно 6%, если не заключаете, то она будет составлять 7%, и на это следует, конечно же, обращать внимание. Как мы погашаем наш кредит? Система погашения долга может предусматривать аннуитетные платежи, то есть ежемесячная уплата фиксированной суммы. Это могут быть также дифференцированные платежи, то есть когда основная сумма кредита делится на равные части, а платеж по процентам уменьшается с каждым месяцем. В данном случае в первый месяц у нас самый большой платеж, а в последний самый маленький. После заключения договора у нас также мы должны обладать определенной информацией, и перечень этой информации определен 353 федеральным законом. После заключения договора потребительского кредита кредитор обязан направлять в порядке, установленном договором заемщику, следующие сведения или обеспечить доступ к ним. Размер текущей задолженности заемщика перед кредитором, даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору потребительского кредита, иные сведения, указанные в договоре потребительского кредита. Информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского кредита направляется заемщику бесплатно способом и в срок, который предусмотрены договором потребительского кредита, но не позднее 7 дней с даты возникновения просроченной задолженности. Заемщик в соответствии с заключенным кредитным договором и действующим федеральным законодательством при заключении такого договора берет на себя определенные обязанности, и в то же время у него есть определенные права. В частности, заемщик может отказаться от получения кредита, на это следует обратить внимание. Да? То есть, если нам что-то не подходит на любом этапе, то есть на этапе до получения кредита, заключения договора, мы можем от него отказаться. Если уже договор заключен, то нам предоставляется право досрочно его закрыть, этот кредит. Конечно, если мы заключили кредитный договор, получили кредит, у нас могут возникнуть различные сложности при погашении кредита. Это может быть связано с различными обстоятельствами, например, потеряли работу, еще что-то. Предусмотрены две системы управления в данном случае. То есть это может быть реструктуризация кредита. Реструктуризация кредита предполагает изменение условий договора по согласованию с кредитором, в результате которого заемщик получает право исполнять обязательства в более благоприятном режиме. И это может быть также отсрочка по уплате основного долга, увеличение срока кредитования, изменение валюты платежа. То есть эти два пункта относятся к реструктуризации кредита. Кроме того, мы можем рефинансировать задолженность. Рефинансирование предполагает погашение задолженности за счет другого кредита по программе рефинансирования. У нас сейчас рефинансирование это как форма регулирования наших кредитных взаимоотношений достаточно распространена в части ипотечного кредитования. Какие у нас, еще раз повторимся, варианты реструктуризации кредита, то есть это отсрочка в уплате основного долга, увеличение срока кредитования, изменение валюты платежа. Но опять же обратите внимание, что каждая из этих ситуаций, каждый из этих вариантов может вести к увеличению полной стоимости кредита и расходов по кредитованию. Варианты рефинансирования задолженности, погашение задолженности за счет другого кредита.
полное досрочное погашение текущего кредита и своевременное погашение нового кредита меньшими платежами. Если мы планируем заключить кредитный договор и получить потребительский кредит, что мы непосредственно делаем? То есть мы изучаем условия потребительского кредитования различных банков и выбираем банк-кредитор. То есть, как уже было сказано ранее, мы исходим из той стоимости, полной стоимости кредита, которую мы в итоге получим. И примерно ориентируемся, примерно просчитываем наши процентные расходы по этому кредиту. Далее мы готовим необходимые документы и обращаемся в банк. При одобрении банком кредита необходимо ознакомиться с индивидуальными условиями договора и далее заключаем договор. Сейчас, конечно, система у нас, электронные сервисы в банках позволяют достаточно быстро оформить кредитный договор, очень массированная рекламная кампания со стороны банков, но однако необходимо каждое решение продумывать, просчитывать ваши выгоды и, конечно же, понимать, для чего вы берете кредит. То есть кредит берется под определенный актив, который вам необходим либо с точки зрения ваших текущих потребностей, либо с точки зрения инвестирования и наиболее оптимального вложения средств из заработной платы. Если мы понимаем, что мы получили, например, хорошую зарплату, и у нас есть кредит, мы должны подумать о том, чтобы досрочно его погасить. В этом ничего нет плохого, может быть, это будет достаточно оптимальный вариант. Как мы поступаем? Мы уведомляем банк о предстоящем досрочном погашении, вносим необходимую сумму на банковский счет, и если у нас был заключен договор страхования, нам, конечно, нужно обратиться в страховую компанию и вернуть страховую премию. И, кроме того, рекомендуется получить выписки из банка о том, что ваш кредит полностью закрыт. Сам по себе факт досрочного погашения кредита не влечет автоматического возврата страховой премии. То есть в данном случае уведомительный порядок, то есть мы должны самостоятельно обратиться в страховую компанию, предоставить все необходимые документы, и, соответственно, в этом случае будет перерасчет, возможен перерасчет и возврат страховой премии. Если мы говорим с точки зрения банка, может ли банк досрочно взыскать сумму кредита и проценты с нас? Банк может досрочно потребовать возврата кредита и уплаты процентов при невыполнении заемщика своих обязательств по кредитному договору, например, нарушение срока возврата очередной части кредита при несоблюдении его целевого использования. Так, если мы говорим о, опять же, потребительском кредите, о вообще договоре, у нас есть различные разъяснения судов относительно того, что может быть включено в договор потребительского кредита и какие обязанности заемщика не включать в этот договор. В частности, нельзя включать в договор потребительского кредита условия об обязанности заемщика передать банку оригинал паспорта заложенного транспортного средства, не создавать обременений в отношении своего имущества, уведомлять об изменении места работы, адреса регистрации паспортных данных, об изменении ФИО, ИНН, СНИЛС, об обстоятельствах, которые могут повлиять на выплату кредита, о возбуждении дела, недееспособности заемщика, обвинении в преступлении и так далее. Нельзя выдачу кредита ставить в зависимости от получения дополнительных услуг. На это следует обратить внимание. То есть никаких такого формата не выдадим кредит, если вы не купите услугу, да, такого в принципе не предусмотрено действующим законодательством. То есть в целом нужно обратить внимание, что закон очень проработан, он всегда на стороне заемщика. Отдельным видом потребительского кредита является ипотека. У нас будет отдельная лекция, посвященная как раз ипотечному кредитованию, но здесь тоже следует сказать, что действует федеральный закон об ипотеке номер 102 ФЗ. И ипотечный кредит предоставляется на приобретение жилого помещения, которое передается в залог банку-кредитору. Предметом залога в данном случае выступает квартира, жилой дом, земельный участок, приобретенный за счет кредитных средств. Ипотечный кредит выдается в значительных суммах и на длительный срок. И, конечно же, в этом случае важен ответственный подход. Сейчас мы уже можем на ипотечном рынке увидеть кредиты, ипотечные кредиты на срок от 20 лет и более, вплоть до 30 лет. Это, конечно, очень выгодно, достаточно выгодно, но при этом нужно, конечно, просчитывать свои возможности и понимать все риски, которые связаны с ипотечным кредитованием.
И, конечно же, при получении ипотечного кредита, об этом мы еще в следующей лекции поговорим, нужно обращать внимание на сумму первоначального взноса, какую вам сумму кредита необходимо, какую сумму кредита вам одобряет банк, каковы ежемесячные платежи по кредиту и какой у вас доход, можете ли вы покрыть за счет дохода ежемесячные платежи по кредиту и на какой срок вы получаете кредит. И обязательно, мы об этом еще поговорим, ваше заложенное имущество должно быть застраховано в пользу залогодержателя. Это обязательное условие при ипотеке. Залогодатель обязан застраховать за свой счет имущество на его полную стоимость от рисков утраты и повреждения. Кроме того, нашему заемщику могут быть предложены иные виды страхования, например, жизнь и здоровье заемщика. Также мы в следующей лекции более подробно остановимся на налоговом вычете. То есть если мы приобретаем, если у нас есть кредит, и мы берем этот кредит, и средства этого кредита потрачены на покупку или строительство жилья, как правило, при ипотечном кредитовании, то мы можем претендовать на имущественный налоговый вычет в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации. Этот налоговый вычет мы можем оформлять через работодателя, либо через налоговый орган по месту регистрации. Кроме того, если мы говорим об ипотечном кредите, то мы можем материнским капиталом внести первоначальный взнос по ипотеке. И опять же, как это было сказано на первой лекции, мы обязательно должны оформить право собственности на детей и выделить доли в квартире на наших детей. И, конечно же, наш заемщик несет ответственность, огромную ответственность за ненадлежащее исполнение условий кредитного договора, предусмотрены в договорах неустойки, штрафы, пени, а также либо порядок их определения. Если заемщик не возвращает в срок сумму кредита, на нее помимо процентов за пользование кредитом начисляются проценты за неисполнение денежного обязательства, либо, если это предусмотрено договором, соответствующая неустойка. То есть это дополнительные расходы, которые мы несем по обслуживанию этого кредита. Если заемщик нарушает сроки возврата кредита или уплаты процентов, кредитор может потребовать досрочно вернуть всю оставшуюся сумму кредита вместе с причитающимися процентами. То есть призыв такой, что мы должны ответственно относиться к заключению кредитного договора. И если он заключен, то, соответственно, соблюдение условий этого кредитного договора. И кредитный договор, будь то ипотека, будь то потребительский кредит, можно заключать только в случае, если мы, как заемщик, потенциальный заемщик, согласны со всеми условиями этого договора и понимаем и принимаем на себя все обязательства по его выполнению. И только в том случае, если мы уверены в каждом пункте, все нам понятно, только тогда необходимо получать этот кредит, подписывать кредитный договор. То есть кредитный договор, который нам предоставляется в банке, мы должны внимательно прочитать, поскольку каждый наш шаг затем, нарушение сроков, это ведет к дополнительным процентам и ухудшению нашей кредитной истории. На этом все. Спасибо. Материал подготовлен с использованием материалов Университета Банка России и справочной правовой системы «Консультант Плюс».